Мы едем в Нюрнберг и только что видели оленя. Представляете? Вот лежал вот там вот подальше в лесу, лежал в кустиках олень. Мы приехали в Нюрнберг. Сегодня тепло. Вообще каждый день тепло. Недавно вообще вот было очень жарко. Вот мы все идем на вокзале. Как обычно. Шли по Нюрнбергу, от вокзала двигались в центр и нашли бугенвиллию. У меня муж ее видел в Индии, около ашрама Сати Саи Бабы. А сейчас она здесь растет, вот в Германии. Это ведь индийский цветок, растение, дерево вот такое. Смотрите, вот цветочки у нее маленькие, да, а вокруг, видите, фиолетовые листья. Бывают, по-моему, розовые, красные, белые, да, по-моему, белые, всякие. Много оттенков, даже Да. фиолетового. Ну вот такая вот в кадочке растет, видите, и не замерзла. Ну, тут немножко что-то в серединке подвяло, а так-то живая, нормальная, бугенвилия. А вот тут еще какой-то цветок интересный растет, смотрите. Тоже, мне кажется, вполне себе какой-то тропический. На лавр похожи листья, но... Да, вот это такое интересное тоже цветет, большое, видите, тоже как деревце такое. Но бугенвиллии в Индии, они размером с дом бывают огромные, но здесь маленькие. Я загуглила, вернее, заяндексила, и оказалось, что это олеандр называется. Вот такой цветок, это олеандр. А еще тут, смотрите, мы дальше следующую опять бугенвиллию встретили, только уже повыше. Такая вот интересная бугенвиллия, вот это повыше и покрасивше даже, я бы сказала. Ну это же обалдеть, такие хорошенькие цветочки, да, или листики. Это интересное довольно растение. Мы идем дальше. Видите, и тут клумбы такие красивые цветут. А еще везде расцвела мальва. Везде. Вот. Там все в ресторанчиках, как обычно, сидят. Очень популярен. Бамбук, да. Вот в таких катках высаживают бамбук, он потом растет. Правда, ему, конечно, тесновато, мне кажется. Вот так вот ресторанчики выглядят, видите, столики. И жизнь кипит. Жизнь кипит. Гуляем. Ну, это по делам приехали по своим. Погулять. Сегодня теплый день, суббота. Хочется отдохнуть. Решили вот такое кафе. Делают кофе, лаваться. Там за столиком в ужасе. Вот так вот мы сидим. Такой вот у нас завтрак. Значит, капучино лаваца и 2 томата моцарелла. Интересные бутербродики. Такая кафешечка тут небольшая. И столики есть внутри кондиционера. Вот видите, как бы вроде бы кто-то стоит, правда? Статуй. Но это не статуй. Это человек. Вот видите, демонстрация. Почему бы и нет? Да, здесь к этому лояльно все относится. Да, если кто-то хочет демонстрировать что-нибудь, то, пожалуйста, в Германии никаких проблем. Это должен быть санкционированный митинг, и все. Мы тут подходим к магазинчику к одному. И, короче, смотрите, как платья на ветру развиваются. Такие красивые. Ну, всякие красные. Может быть, подружек, может, свидетелей, может, свадебные. Вот это белое точно свадебное. Эти красные, знаете, так развиваются, так платье. Это как это ветром. Как, знаете, в этом Мэрилин Монро. Короче, одно уже упало. Все. Вот так вот, видите. Одно упало, а второе вот еще развивается пока. Идем гуляем. Обсуждаем разные новости. Вот тут, смотрите, прям какой, прям все в фруктах, это такое все красивое. Ну, вот, тут, видите, эта башня называется Лайстурм. Вот, тут такой самый. Обсуждаем разные новости, обсуждаем текущие наши события и понимаем, что вот мы живем в каких-то переменах. У меня приснился сон буквально вчера про львицу, вот, и одного политического героя. Ну и вот видите, сразу же начались какие-то события интересные в жизни, в мире, необычные явления.
которые мы не имеем права обсуждать. Да, но те, кто сенситивные люди, они, наверное, почувствовали уже. Уже почувствовали, что вот эти перемены, они прям летают в воздухе там. Да, за полгода многие люди начали ощущать, но не понимали просто причины, что к чему. Ну. А вот как-то события развиваются так, что, Вова мне месяц назад сказал, говорит, что-то будет такое, говорит, что у меня, говорит, все внутри переворачивается. Ну, так и случилось. Уже знали, готовились уже ко всему морально. Вот. А сейчас еще и у нас почему-то в жизни, вот именно у нас, тоже какие-то перевороты пошли. Вот моего сына девушка бросила. Потом, значит, надо решать что-то с квартирой, чтобы куда-то выехать, куда выехать, да, вот. Ну и так далее, в общем. Всякие экзамены. Экзамены у Вовы на один пошли, да, вот, чтобы он немецкий сдает уже. Да, говорю, всякие перемены. Тут видите, фотографируются с Фонтаном группой. А мы идем в магазин Талия. Хотим посмотреть новые поступления карт Таро. Только посмотрите на этого голубя на статуе. Он там сидит, перышки чистит, умывается, значит. Такой крутой. Ой, хвостик расправляет, так еще. Смотри, Вов. Да. Моется, сидит. А здесь чистится. долетает брызги от фонтана. А он, видимо, брызгами моется этими из фонтана. Видите, фонтан тут. И он на него долетает, он моется, сидит на статуе, на голове прямо. Такой веселый голубь вообще. Мужчина играет на каком-то металлофоне. Теперь мы пришли в магазин Талия. Как же люблю журналы. Можно я подойду к журналам как раз? Сласть. У меня есть любимый журнал, он называется «Островохи». Только вот здесь его никогда не бывает. В прошлый раз не нашли, да? Ну вот мы сейчас найдем. Вдруг. Смотри внимательно. Und ich präsentiere heute mein neues Buch, Sonntagsbarbecue. Тут еще вот какая-то Ist nicht einfach nur eine Sammlung von Rezepten für euren Grill, sondern рецепты из мяса, да? ist eher sowas wie ein Для Film, гриля. eine Reise. Так, вот тут вот опять эта выставка. Каждый раз она меняется, и каждый раз я ее снимаю. Так, а мы идем дальше. Тут опять Фрида Кало с ее носочками. Мы идем в эзотерический. Вот здесь же эзотерический, где велосипеды же всегда, да? Всегда путешествие эзотерика вместе. Видите, что-то еще такое интересное. Стрит Артс. Как же люблю этот магазин. Боже, это мой любимый магазин. Тут камушки. Тут вот эзотерический отдел. Карты. И сегодня меня интересуют книги. Вот я вообще ищу другую книгу, но вот это вот набор Хайбансхав, такой неплохой набор за 24 евро. Вот думаю, может быть, его взять. Вот. И еще у меня осталось тоже в оригинале, конечно, Таро ведьм. Вот. Но вот здесь она стоит 32 евро. Я не знаю, может, стоит, не стоит. То есть уже колода знакомая, но она у меня осталась в одном месте раз, видимо, и навсегда уже. Такое чувство, что не все свои колоды я заберу. Вот, есть вот такая книга «Астрология», а мне нужна книга «Таро». Только она как-то вот немножко по-другому называется. Вот. Ну и вот здесь вот тоже меня муж обратил внимание. Вот этот оракул. Говорит, вот, оракул есть красивый. Сандра Анн Тейлор. Он 23 евро стоит.
53 карты. Такие вот. Тоже красивые. Что не скажешь. Вот, не знаю, думаю. Надо что-то надумать. Решили мы взять вот это. Все-таки тут классические карты. Мои уже скоро истреплются. Но у меня там уже еще есть, конечно. И вот мне нужна книга из этой коробки. Так, нам нужно найти учебники А2. Вова переходит на следующий курс изучения языка после того, как сдаст экзамен. Поэтому нам нужно вот определенного автора найти учебники. Тут такой очаровательный скелет. Абсолютно. Мы с ним познакомимся. Привет, скелет. Привет. Как у тебя дела? Так, ну и где? Медицина. Вот нам Ой, Ой, извиняюсь. ты чего? Имя. Гимназиум, лектур, Шпрехен. Шпрахен, нельзя говорить Шпрехен. Шпрахен. Так. English. Нужен Deutsch. Французиш, итальяниш, норвегиш. Вот Deutsch, Вов. А, это Дуден. Кто такой Дуден? Это, скорее всего, что В той стороне. А вот Deutsch, Альс. Да, но нам нужен Лебман Deutsch, но я его не вижу. Нету? Так у нас-то в городе есть. У нас в городе тогда возьмем. В этом магазине есть все. И даже туалет. Хочу вам его показать. Тут люди читают. Такой стол есть. Можно садиться и читать, делать, что ты хочешь. Тут компьютеры. Это для продавцов-консультантов. Они ищут, если такая книга, которую ты попросил. Или еще что-то. Ну, там с чем-то помогают. Вот, а здесь, видите, ВЦ. Это последний этаж. И нужно заплатить пол-евро, чтобы зайти в туалет. Вот я беру, значит, пол-евро. Сюда вставляю. Будет там та-да-да. И я захожу. Вот, значит, тут такой туалет. Тут, значит, полотенчики с корзинкой. Вот. Потом, значит, раковина с зеркалом, сушилки. Тут спирт висит обязательно. Это бойлер, видимо, чтобы нагревать воду. Это для маленьких детей. И вот так выглядит туалет. Мы тут вот ходим. Еще рассматриваем фэнтези, science и fiction. Не помнишь, вот такие пояснительные были? Или... «Властелин колец». А? Ой, пояснительные штучки. Да, Я не мангу, видела. на фантастику. Прикольно. О чем речь? Вот, допустим. Ага, интересно, тут «Звездные войны» все. Класс. Вот. А тут манго. Ой, новые фанкопопы привезли. Вот тут какой скелет интересный, видите? А вон там еще и всякие фигурки. Это One Piece. Ага. Интересно. Самое главное фанкопопы. Мы уже пошли расплачиваться. Поедем по делам аж далеко на метро, а потом обратно. Покатаемся на метро сегодня. Эти сидят, смотрят на полу. Здесь тоже готовятся выступать, видите? Везде поют, везде что-то музыка играет. Мы движемся к метро. Ой. Купила я этого Бансхафа. Нужна мне эта книжка, потому что у меня была раньше, но уже все. И у меня теперь еще 2 дополнительные. Есть классические колоды там. Ну, для работы пригодится. Они у меня изнахрачиваются довольно быстро, так сказать. Это туристический автобус. В нем туристы оглядывают обычно окрестности. Видите? Там обычно лекторы есть или какие-то эти... Ну, голосовые, вот эти аудиогид, вот это все такое. Минский национальный музей. Тут рядом музей, да. Интересно. Всё. Жарко встает. Совсем жарко.
У меня же голова заболела. Уже нам надо пройти через музей, да? Да, Сейчас мы пройдем через музей. Вот это тоже отдельно интересно. Тут, видите, гортензия цветет, по-моему, или что-то другое. Похоже на гортензию. Идем через музей. Да. Вон, видите? Интересно тут. Вообще прикольно. И вот мы уже пошли до конца, почти дошли. И видите, там такой ангел с трубой стоит наверху. Так классно, интересно. Вот. Сейчас пройдем уже через эти ворота. Ну так вот, когда вот такого видишь ангела с трубой издалека, даже как-то, если честно, жутковато почему-то мне стало. Не знаю почему. Вход в метро. Вот вход в метро. Называется Плеер. А если бы немец говорил, как бы он сказал? Плеер. Плеер. Да? Плеер. Да, R в конце не А читается, в в середине не тоже читается. Плеер. А мы не можем так говорить, да? Мы должны, копировать, если только. Сами-то не. Видите, как выглядит вход в метро здесь. Нужно по мосту пройти, вот там с лестницы спуститься. Вот тут королевская замка стена, видимо, да? Вот так это все тут видите. И вот так, видите, два таких этих. Да, плющ прикольный. И вот так спускаешься. А в какую нам сторону? Сюда? Да. Вот. Нам сюда. Видите, какое метро интересное? Видели такое? Нам народ, сюда, да? Мы едем в метро. Я думала, мы по земле будем ехать. Нет, мы только под землей едем. Сделали свои дела и решили из-за того, что очень жарко, поехать домой. Пришли вот, видите, на вокзале Книжный. И тут даже есть календарь Таро вот такой. Это Таро современной ведьмы, называется Modern Witch. Такой книжный на вокзале. Кстати, очень интересный книжный, мне нравится так вообще. Я всегда сюда хожу. В прошлый раз я здесь купила оракул хиромантии. Вот. Тут вот около Кухенбух есть отдел эзотерики. Эзотерик. Вот он, видите, эзотерик. Вот тут Далай-лама, значит. Сразу по него книги пошли, как только он кого-то там поцеловал. Вот. Вот тут всякие, видите, тоже. Ну, а тут классические разукраски Таро. Типа сделать своего цвета. Вот меня все подмывает тоже купить. Тут тоже Higher Bands have. Сколько стоит? 26 евро, чтобы разукрасить свои карты. Вот, тоже прикольно. Вот я бы обязательно разукрасила карты в кислотный. Блин, взять что ли, разукрасить в кислотный. Ну-ка, а что тут идет в наборе? Может, есть специальные хотя бы там фломастеры или краски, с помощью чего разукрашивают. Это же интересно. Нет, вряд ли. Только Я бы хотела свой цвет придать картам Таро. Для меня это интересно. можно взять Боже. фломастеры. Боже, 26 евро. 26 евро. И уже 24. И на камни еще потратила сегодня. Угу. Тут есть Хексон Таро. Эти книга. Ой, 9,95 всего. Так, Rose Handbook. Так, и что тут у нас? Входит туда. Всего-то 9,95. Ага. Трактовка карт. А какие? Хексон. Хексон много разных. Это же классические. Просто они так назвали, да? Назвали так. Это что за книга?
Das Buch der Schatten. Тоже, видите, Hexen. Handbuch. Сколько на 12,95. Один и тот же автор, да. А потом окажется, что там тоже какие-то классические вещи описаны. Ошо. Ну, такого ничего сегодня нет, но вот тут вот есть еще полочка, где часто кладут, значит, карты. Сейчас мы... Тут вот календарики, тоже, кстати, интересная вещь, календарики. А, вот, смотрите, значит, тут всякие вот, видите, тоже вот такие есть. Видите, тоже лежат, значит, всякие вот такие подсказки. А, вот этот оракул, который я купила. Я, кстати, делала на нем расклад. Потрясающий оракул. Вообще очень хорошо пошло. Вот я, кстати, замечаю, что делаешь иногда расклад, вообще трудно, допустим, идет. А бывает на некоторых картах, вот они вроде простые, а идет и идет вот как по маслу расклад. Не знаю, может это энергетика самого автора или карт самих. А тут есть такие вот штучки, видите? Хочешь в дороге поиграть, загоняй шарики, да? Прикольная вещь. Будда-бокс. Что входит в Будда-бокс? Карточки. Так, тут, значит, какие-то карточки с посланиями. 59 штук. Ну, так, я вам скажу. Ну, 10 евро. Пофиг. Может, кому-то в дорогу, да. Вот это интересная вещь. А мне нравятся вот эти мешочки с сюрпризами. Видите, там в мешочке фигурка из камня. Тут вот сова. Тут вот, значит, видите, слоник. А тут вот, значит, что? Черепашка. Но это все очень дорого. Одна такая фигурка стоит 6,95, 7 евро. То есть, чтобы 3 фигурки купить на позиции, нужно 21 евро, да? Вот, но они разные бывают. Они реально бывают очень крутые. Вот есть из вот такого дымчатого кварца, видите? Вот вскрыли эту упаковку с книгой. Так, где тут вход? О, помоги открыть ее. Вот с этой стороны. А, вот все. Видите, тут какая книга? Большая книга. Сейчас возьмем. Вот карты маленькие. Книга большая, карты маленькие. Ну, в принципе, не важно. Жезлы, пентакли, кубки мечей. Вот это Таро Висконти Сфорци. Да. Энтони Курт де Гебелин, дальше Элифас Леви, видите, это все создатели, основатели, Освальд Вирт, Апюс, Вейт, Артур Вейт и Памела Колман Смит. Вот, карты, видите, разные. История, такая небольшая история. У меня, кстати, есть энциклопедия Таро Стюарта Каплана. Вот там про историю все. Всякие описываются. Тройка жезлов. Марсельское Таро. Традиционное, значит, в марсельском Таро правосудие — это 8-й аркан, а вот наоборот, да, правосудие, справедливость — это 8-й аркан, а сила — это 11-й аркан. У Артура Уэйта все в соответствии с астрологией приведено. Справедливость — это весы, она стоит в 11-м, да, 11-й аркан, а сила — это лев, знак зодиака лев, и он 8-й аркан. Это крест. Только вот какой. Тут, видите, все расписано. Кельтский, что ли?
Астрологический крест. Астрологический, а вот это круг. Астрологический крест написано. Интересно. Тут всякие, видите, схемы, расклады расписываются. Это все нравится мне такое. Я люблю такое. Тоже что-то интересное. Прям такое. Тоже на 4 карты. В общем, книжечка прям таки очень, я вам скажу, очень интересная. Тут про карты уже, видите, как значение, все расписано, все. Вот, интересно, может. Надо читать, рассматривать. Я говорю, у меня есть вот как бы там осталось, но, к сожалению, долго еще не получу в связи со всеми событиями. Едем домой.